Я так думаю, что вот эта модель, которая бытует в нашем обществе, представление о власти и оппозиции как о двух стенках, я извиняюсь, это неправильно. Оппозиция может быть разная. Я не предъявляю никаких претензий участникам других политических организаций, оппозиционных организаций, которые высказывают то или иное мнение. Но у меня другое мнение. Я тоже считаюсь оппозиционным этой власти. А я вас тоже считаю таким. Да. Понимаете как? Мы можем быть и эта организация в оппозиции, и та часть общества. Мы можем быть недовольными отдельными решениями или действиями власти, но при этом мы можем на многие вопросы, причем важнейшие вопросы, смотреть по-разному. И мне кажется, что лучше раньше разрешить эту проблему, раньше поставить этот вопрос и сказать, что вот эта часть двигается в одном направлении, а вот эта часть в другом направлении. Если бы этого не было, нигде не было бы вот этих вот левых, центристских, правых политических организаций. Они все также оппозиционны по отношению друг к другу по ключевым вопросам государственного строительства, как и оппозиционной власти. А бывает и наоборот, какая-то часть оппозиции бывает больше оппозиционна другой части оппозиции, чем власти. С ней она может больше общий язык находить по большему спектру вопросов. Да. То есть это нормальная политическая практика. И я считаю, что никто не должен на это обижаться. А что сделать с народом? Народ как нас Народ пострадает больше, и мы всем будем друг за друга вот так вот тащить, симулируя единство оппозиции, но не способные решить ни одного важного вопроса. А народ пострадает от этого больше. Чтобы этого не было, я считаю, как Надя у Искандера, давайте расставимся, а как красиво, или хорошее, да? Вот так вот, с большим уважением, и мы вместе прошли большой путь. И гражданский, и военный, и политический, без всяких претензий к мнению или к суждениям там, рядовых членов, лидеров, мы высказали свое мнение. Мы убеждены, что вопрос Пицунды – это один из многих вопросов, один в череде вопросов. И мы рассматриваем вопрос в первую очередь как симптом разворота нашего общего государства от суверенного курса в сторону несуверенного, зависимого курса. Пока еще это движение носит явно выраженный такой инерционный характер, мы попытаемся его остановить. Призываем общество помочь нам в этом. Да, мы общество должны, не они нам, а мы им должны в этом помочь, понимаете? Наверное, надо будет говорить с людьми, ездить. Наверное, надо будет выработать дорожную карту. Как это очень трудно будет сделать. Потому что, когда ваш корабль разворачивается, у него такая колоссальная инерция, что вернуть обратно на курс, даже если там совсем маленький поворот, это непросто. Ни у кого не должно быть этих иллюзий. Это будет очень трудно. Но если мы это не сделаем, мы потеряем все. Нет смысла в этих 30 годах. Нет смысла в 30 годах до этого. Нет смысла в 50-х годах. Все, что Гулия делал, потом Щимку поделал, потом все вот эти вот наши, все, что ребята делали, это обесценивается, понимаете? Может, кто-то как-то самоуспокоением занимается, но я хочу сказать тем, кто занимается самоуспокоением и считает законопроекты вроде этого позитивными, что завтра их дети, как это сказать, они здесь будут просто свидетелями каких-то процессов. Они не смогут повлиять ни на политические, ни общественные, ни на экономические отношения. Они будут свидетелями развития Абхазии в каком-то другом направлении. И если для этого нам придется разойтись с какой-то другой частью оппозиции, я не возражаю.